Современный мир сложно представить без фотоаппарата. Сегодня у каждого человека в наличии смартфоны, планшеты, куда встроены цифровые камеры, которые по некоторым показателям превосходят профессиональную технику, мобильности отснятых кадров, оперативным размещением и передачей файлов. Но сколько потребовалось времени, чтобы автоматизировать процесс до такого уровня и сделать технику настолько мобильной, что она иногда мало заметна для глаз? Как мы пришли к мобильным фотоаппаратам и с чего все начиналось? Для этого мы перенесемся вглубь веков и покажем вам первые аппараты, расскажем интересные истории и факты, познакомим с историей создания отечественной фотопромышленности. Итак, самый первый фотоснимок сделал Луи Жак Дагер. Его открытие зафиксировано в 1839 году. Это был вид на бульвар Дюхрам, снятый Дагером в 1838 году в Париже. Именно данный факт считается самой ранней из известных фотографий человека. Изображение показывает оживленную улицу, но из-за длинной экспозиции в несколько минут, кроме человека, пришедшего полировать сапоги, не видно никого. Только через 100 лет, благодаря работе наших конструкторов, появились первые советские фотоаппараты. Они наследовали технологии западных коллег и внедряли свои наработки, благодаря чему создавали бюджетные модели фотоаппаратов и усовершенствованную фототехнику профессионального уровня. Откликнулись несколько производителей из Англии, Франции и Германии и разместили свои производства в нашей стране. Насыщение нашей страны началось различными оптическими приборами, инструментами, аппаратами как гражданского, так и военного назначения. Но Первая мировая война прекратила этот процесс напрочь. Немецкие заводы закрылись, специалисты уехали, а английские и французские заводы прекратили свою работу в связи с тем, что им самим не хватало на своей территории сырья, материалов и других комплектующих для своих армий. Советская фототехника получила более качественную оптику, которая по своим возможностям превосходила зарубежные марки. До революции в нашей стране было большое количество профессиональных фотографов. Однако после переломного момента в истории нашей страны фотокарточки стали самым эффективным средством пропаганды. В связи с этим в 1918 году начался набор студентов в Высший институт фотографии, расположенный в Петрограде. Это был первый подобный институт Европы, в котором готовили будущих фотографов. Из-за высокой популярности данного направления открывалась масса клубов для фотолюбителей.